Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех хочу поблагодарить за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Меня часто в комментариях спрашивают, почему я вас каждый раз благодарю. Это очень важно для меня. Это поддержка моей работы. Это также связь, которая устанавливается между вами. Вы ставите лайк, между нами образуется связь. Вы пишете добрый комментарий, между нами образуется связь. Ну а донаты — это поддержка. Поддержка меня, за это огромное спасибо всем, кто их делает. Почему важно иметь связь? Все мои видео, я уже много раз говорила, возможно, буду говорить постоянно, чтобы люди знали, понимали. Все свои видео, перед тем, как их записывать, я провожу специальные обряды и ритуалы. И я в видео, путем видеосвязи, передаю вам свою энергетику. К сожалению, я не могу принять людей лично, всех, кто хотел бы, кто нуждается. Но я посредством моей энергии, моих способностей, тех, что мне даровали высшие силы, я могу делиться с вами тем хорошим, что есть во мне, и тем хорошим, что есть у меня. Ставя лайк, написав комментарий, вы со мною выходите на коннект, у нас с вами появляется связь. Поэтому это очень важно. И благодарю, и буду благодарить всех тех добрых людей, которые на мои видео приходят, которые, даже не понимая, что между нами образовывается такая связь, ставят свои лайки. Огромное вам спасибо, земной поклон. Так, а тема сегодняшней цыпочки звучит так. Чем судьба порадует, что у вас ждет и что с вами будет? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, так и спросите. Чем меня судьба порадует, что меня ждет и что со мной будет? Я надеюсь, вы все настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможности и ответить на все ваши вопросы. Пусть высшие силы будут моими руками. Пусть откроют нам то, что сейчас скрыто. О чем мы желаем услышать, узнать. Очень красиво. Вы знаете, я прям растрогалась. Последние дни были отсыпки такие немножечко, знаете, с грустью. Вроде как и неплохо, но были элементы, которые удручали. Честно говорю, я с ними каждый раз борюсь, я их запечатываю, для того, чтобы у моих зрителей в жизни не произошло никаких негативных моментов. Вот эта отсыпка мне очень нравится. Нравится так, что хочется отчасти плакать и благодарить высшие силы. Я спрашивала, какой дар вы получите, что у вас ждет и что с вами будет. Вас ждет счастье, вас ждет чудо. Вы посмотрите, у вас здесь дар любви, у вас здесь дар исцеления, у вас здесь дар исполнения. Что может быть лучше? Быть здоровым, быть любимым и исполнить свою мечту. Это замечательно. Вот кто зашел на эту отсыпочку, мои хорошие, знаете, что вы выходите на белую полосу. И как бы тяжело бы вам не было, не приходилось, либо не приходится, все это закончится. Закончится хорошо для вас. Верьте в это. Время это не за горами. Посмотрите, вот это дар хорошего здоровья для вас, для ваших близких. Исцеление, улучшение, прогресс, вера в себя, силы, возможности. Это то, что идет к вам. По этой чаше высшие силы вам дают нужда, какие-то бедствия, недуги. Все это будет от вас отступать. Физическая боль, душевная боль, какие-то негативные моменты, негативное влияние. И это все будет с вас сходить. И больше вас травмировать не будет. Это замечательно. Плохие люди уходят из вашей жизни. Вы знаете, тут вышел такой, знаете, дракон истощенный. По-другому и не скажешь. Такая, знаете, дохлая лошадь, да? Очень худое такое существо, одни кости.
и пасть, да, вот как поломанная у него идет. То есть люди, которые вам вредили, либо ситуации, обстоятельства, которые вам мешали, уходят из вашей жизни. Тот, кто угрожал, тот, кто обижал, тот, кто пытался вас в какие-то рамки загонять, человек потеряет власть над вами, потеряет возможность на вас негативно воздействовать. Если мы говорим о ситуации, об обстоятельствах, в которых вы находитесь, либо находились, это все у нас отсекается. Да, это не будет одномоментно. То есть сегодня плохо, а завтра раз, гром, молния ударили, да, и все у нас хорошо стало. Нет, так не будет. Ситуация будет постепенно выравниваться. И каждый новый день будет лучше, чем предыдущий. Вы будете это понимать, вы будете это ощущать. Надежда, которая таким маленьким фитилечком горит в вашем сердце, будет разгораться все ярче и ярче. Она будет обретать форму. Вы будете понимать, что это не пустые мечты, это не пустые слова, а это реальность. Реальность, с которой вы каждый день будете сталкиваться. Неважно, чего это касается. Безденежья, каких-то неприятностей от людей, от, не знаю, там, от погоды, от природы, от вашего государства. Но это все будет меняться. Все будет меняться на ваших глазах. Потрясения будут, сразу хочу предупредить. Это идет в вашу жизнь, потрясения. Но потрясения, они как отрезвляют, что ли, да? Вот лишнее уходит. Лишнее уходит, а ясность картинки появляется. Появляется принятие, появляется здравый смысл, и появляются новые пути для вас. Открываются новые пути, появляются, вам даются шансы. Вот это замечательно. То, что блочило, то, что ограничило, ну тут, знаете, как какие-то дьявольские танцы у меня вышли. Это все уходит. Уходит, причем идет от вас туда, знаете, подальше. К сожалению, уйдет немножко позже. То есть вы смотрите сейчас мое видео, где-то буквально в течение 2-3 месяцев ситуация в корне поменяется. Так уж, знаете, как диаметрально противоположная будет ситуация. Вот. Но надо дождаться. Вам будет не так трудно этого дождаться, потому что вы будете ощущать, да, вот сегодня плохо, завтра уже получше, послезавтра еще лучше. То есть вы будете понимать, да, вот я в процессе. Время идет, и жизнь моя меняется. И меняется в лучшую сторону. Это замечательно. То есть плохие люди уходят, то, что сдерживало, ограничило, блочило, уходит. И вот, пожалуйста, я иду бодрым шагом в новую прекрасную жизнь. Кто бы вам ни мешал, кто бы ни противодействовал, все. Не будет этих людей, не будет этих вещей, не будет этих обстоятельств. О них нужно забывать. И очень важно для вас научиться отпускать. Отпускать, не держать боль, не держать обиду. Это нелегко, очень даже нелегко, но тем не менее делайте это важно. Отпускайте этих людей, отпускайте обиды, отпускайте боль. Потому что это вас якорит. И якорит очень сильно. И вы вот этой обидой, либо болью, вы сами себя разрушаете. И слышали, наверное, да? Бог терпел и нам велел. Даже не просто так люди говорят. Есть в этом глубокий смысл. Так, ну что, плохое мы, слава Богу, да, прошли, убираем. Я тут печатать ничего не буду, потому что вижу, что это само с вас сойдет. Идем к хорошему. В хорошем, ну вот, встреча двух людей. Люди, которые уже не мечтали, либо не думали о том, что они могут встретиться. Я не могу сказать, какая тут степень родства, либо какие-то связи, там, любовные, дружеские, не могу сказать. Но я вижу, что люди безумно друг другу рады. В объятиях стоят, счастливы, абсолютно счастливы. Человек, с кем вы потерялись, с кем вы расстались, с кем вы давно не виделись, и уже не рассчитываете, даже не думаете, да, о том, что встреча состоится, а может быть, вы даже думаете, что этого человека уже нет. Да, ну вот, все бывает в жизни. Вы этого человечка найдете, встретитесь, и все у вас будет замечательно. У вас с этим человечком начнется новый виток в ваших отношениях. Будь то дружеские, будь то любовные, будь то семейные, неважно.
Новый виток. Два человечка друг друга найдут и будут счастливы. Дальше, мои хорошие. Путь, который не давался. Это может быть связано с какой-то поездкой, с каким-то переездом, с каким-то перемещением. Возможно, вам нужно было куда-то сходить обязательно, да, там, получить, может быть, какие-то документы, какие-то справки. А не получалось, либо не было возможности. Может быть, было закрыто это учреждение, которое выдавало документы. Может быть, там самолеты не летают, поезда не ездят, там корабли не плавают. То есть какой-то блок стоял. Причем для вас это был фатум. Вы очень из-за этого переживали и расстраивались. Путь открывается. Но открывается с какой-то другой стороны. То есть если вы думали, что надо лететь на самолете самолеты не летают, о боже, все, конец, а вы найдете какой-нибудь другой путь. То есть поедете, например, на автотранспорте, либо действительно там на поезде вы поедете, на корабле поплывете. Новый путь открывается. И этот новый путь, он будет и быстрее, и дешевле, и лучше именно для вас, для вашей ситуации. Открытие нового пути. Вы не застряли там, где вы сейчас. Это лишь временная ситуация. Все меняется, открывается путь, вы, пожалуйста, вы едете, получаете, узнаете, перемещаетесь, переезжаете, все это будет. Дальше, мои хорошие, по поводу работы сразу хочу сказать. Либо работы нет, либо работу вы потеряли. То есть здесь идет именно не нужда в деньгах, хотя она есть, а какое-то переживание, да, за то, что вы себя реализовать не можете, что будет дальше, как же я там без работы, и что мне делать. У вас идет работа предложение от женщины, и предложение какое-то очень интересное. Скорее всего, это не то, чем вы занимались раньше, либо работа, в которой у вас мало знаний, мало опыта. То есть вы будете еще у меня, получается, как добирать знания, добирать опыт, но вам очень это понравится. То есть это новый вид деятельности в вашей жизни. Там вы раскроетесь по полной. И, кстати, добьетесь очень высоких результатов. Для людей, кто уже на пенсии, здесь опять же таки через женщину идет предложение, где можно будет дополнительно заработать. Дополнительно. Причем работа такая интересная идет. Это не просто рутина, да, вот пришел там, рутину свою поделал, получил зарплату, ушел. А работа, где вы будете прям душой выкладываться, вам будет и весело, и интересно, и познавательно. То есть работа, которая будет вас не только финансово поддерживать, но и наполнять. У кого-то, кстати, отыграется как реализация мечты, вот связанной с работой. Может быть, начнете работать на себя, может быть, вы пойдете на какое-то обучение, там освоите новую профессию, либо какие-то новые знания получите. И начнете потихонечку работать на себя. При этом вам будет очень приятно, что над вами никто не стоит, там, не прессингует вас. И вы зарабатываете, вы сама себе хозяйка, да, либо сам себе хозяин. Это замечательно. У кого-то прямо работа вот как миссия предназначения идет. То есть вы должны были именно через такой путь пройдя, получить эту работу. Вот в руки прям вам идет. Так, кому-то очень повезет, кстати, с какими-то обязательствами. Ваши обязательства перед кем-то. Но обычно обязательства это что у нас? Долги, какие-нибудь кредиты, да, тяжелое бремя. Вам нелегко осуществлять эти обязательства, но у вас идет какая-то поблажка. Что-то поменяется свыше. Какой-то, может быть, закон новый выйдет, либо какая-то как поддержка, возможно, там для населения идет. И вам то ли как-то спишут, то ли как-то вот какая-то идет программа, да, где вам легко. Вот неожиданно это будет происходить. Либо вы неожиданно узнаете. То есть понесете там очередной платеж банка, он скажет, а вы знаете, что вы можете там меньшую сумму платить, либо что вам там сколько-то процентов списали. Вот интересно будет. Интересно, неожиданно и очень приятно. Но у кого-то прям радость будет до небес. Будете считать, что это чуть ли не самый счастливый день. Хотя это не так. Вот, это именно помощь идет как от государства, что ли, от каких-то чиновников. Какие-то умные люди наконец-таки о народе подумали, да, вот и придумали такую программу, чтобы помочь поддержать. Так, еще по поводу дома кто-то очень переживает. Не могу понять, то ли дома в принципе нет, то ли дом есть, но почему-то
почему-то то ли вы не там находитесь, то ли вы там находиться не можете. Может быть, еще отыграться момент, да, что это как дележка, может быть, за дом, наследство, может быть, какое-нибудь. Но вы считаете этот дом своим. Очень-то переживаете. Ну, во-первых, кто переживает, что с домом, все с домом в порядке. Ну, а кто переживает, там буду, не буду я там жить. Нет, не будете вы там жить. Там что-то будет более выгодное. То ли вы будете продавать, то ли обменивать. Очень хорошо вы, кстати, поменяетесь. Может быть, продадите очень хорошо. Вот у вас идет как новый дом. На новом месте новый дом. Либо новая квартира. Вот вы там будете жить. Там будет ваше место силы. И место такое особенное какое-то идет именно для вас. Как место вашей мечты. Может быть, вы хотели переехать и никак не получалось. А тут так обстоятельства будут складываться. Я, к сожалению, не могу вам четко сказать. Ну, то есть, если бы были карты, я бы, конечно, тут раскрыла бы эту тему. Но песок так не работает. Здесь есть знаки, которые нужно расшифровать. И вот идет знак нового жилища. Гораздо лучше, чем было. Но я не пойму, то ли меняете, то ли продаете, перепродаете, то ли, ну вот, выходите вы из той зоны, где вы раньше находились, и переходите в место силы. Это будет, ну, чисто ваше, для вас, и вам там будет очень хорошо. Если дело касалось каких-то имущественных споров, здесь у вас нету потери. Понимаете, нету потери. Либо вы получаете имуществом, но там вы не будете жить. Либо вы получаете достойную компенсацию, чему очень рады, да, и не нужно там голову себе морочить. На эти деньги вы можете приобрести более лучшее жилье там, в более лучшем месте. Дальше, мои хорошие. Вот главный рисуночек у нас про любовь идет. Про любовь, про созидание, про счастье. Счастье для двоих. Смотрите. Женщина, мужчина, между ними чаша любви. Женщина хранит чашу любви, а мужчина хранит женщину. Но это классика, это идеальный рисунок, который выпадает на семью, на семейную жизнь. Все вот правильно, да, вот все в иерархии. Замечательные отношения. Если вы в паре, в браке, все будет по любви, все будет честно, достойно. Партнерство прям такое идеальное. Если любви у вас нет, если нет у вас партнера, такой партнер у вас появится обязательно. Даже не сомневайтесь. Не сомневайтесь. Вот кто зашел на эту отсыпочку, вам в семье, в семейной жизни быть счастливым человеком. Абсолютно счастливым. Здесь, кстати, я еще вижу момент, когда у мужчины уйдут какие-то страхи. Какой-то обман, что ли, от мужчины отойдет. Возможно, это отыграется для тех, кто в треугольнике. То есть мужчина идет как обманутый, либо, может, даже зачарованный. Вот этот негатив, он сойдет. У мужчины глаза откроются. И мужчина, наконец-таки, по справедливости, по правде, вот как она должна быть, он примет, вернее, решение. Это замечательно. То есть негатив отступает. Опять же, эта картинка у нас с левой стороны. Это то, что уходит. А для женщин, вот еще хочу заметить, у женщин будет такой момент, такой период, когда два претендента на руку идут. Два мужчины. Один становится любимым, а второй переходит в категорию, ну, друга, наверное. Женщина, имея двух мужчин, двумя мужчинами остается. Как-то вы так очень ловко, да, поступите, и мужчин своих сохраните, и для одного, и для другого будете самое идеальное. Вот. Может быть, история о бывшем и будущем, но здесь женщина, либо мужчина одиноким не остается. Вот кто меня смотрит. Если вы, мужчина, смотрите мою отсыпку, и у вас нету, например, подруги жизни, она у вас обязательно появится, но, возможно, там будет у нее хвостик из ее бывшего. Но так бывает иногда в жизни. Люди уже не любят друг друга, да, но друг к другу прикипели. Здесь уже, знаете, как дружба настоящая начинается. И у вас помимо любимой женщины еще, возможно, появится друг мужчина, да.
Это не будет дележка, это будет именно какой-то альтруизм, да, и вот действительно настоящие теплые человеческие отношения. Это замечательно. Мои хорошие, отсыпка прекрасная. Я искренне желаю, чтобы у вас поскорее все исполнилось. И здоровье, чтобы было, и чтобы счастье было, и любовь, чтобы была, и чтобы враги ваши, недоброжелатели, поскорее из вашей жизни исчезли. И, конечно же, чтобы исполнились ваши мечты и ваши желания. Я на этом не останавливалась, потому что здесь знак такой стоит, да, знак, который обещает какое-то скорое исполнение, причем в лучшем виде. Описать словами конкретно, можно, конечно, попробовать, но, наверное, не стоит. Пусть для вас это будет сюрприз. Вот прям самый яркий и самый замечательный. Кстати, сюрприз у вас ждет, вас ждет этот сюрприз в следующем месяце. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.